мой мед? Ну что, всем привет, доброе утро, ребят! Как у вас дела? Как ваше ничего? Отмечаю сегодняшний день как старт начала нашего марафона. Приводим себя в порядок к лету. А именно, в первую очередь, наше тело, лицо, вес, волосы. Я буду рассказывать о еде, о витаминах, какие проблемы, трудности могут появиться вот в течение этого периода. Не все так просто и легко. Например, у меня есть пивница, весенняя аллергия. Начнем мы с лица. В общем, утренний наш ритуал. Нужно смыть все сало, которое у меня есть на лице. Хотя уже, мне кажется, в последние дни у меня оно вообще не вырабатывается из-за всяких таблеток, мазей, которые я мажу на свое лицо. И оно полностью высушивается, как пустыня Сахара. Вроде результат заметен, лицо стало чуть лучше. Посмотрим, что будет через месяц. Интересно, у меня вот такой вот крем от Аркадия. Ощущением легкий для проблемной кожи. Видос такой красный. Весна началась, у меня началась аллергия. Я запарилась все время чихать. Что бы у вас ни происходило в жизни, нельзя переживать. Это сказывается на вашем здоровье. У меня не было никакой аллергии. Оказывается, крапивница может появиться из-за стресса. У меня куча проблем с моим сейчас ноутбуком, программой. Он оказывается мне монтировать мои видеоролики. С сегодняшнего дня мы начинаем пить активно воду. Это улучшает состояние вашей кожи. Что у нас есть в холодильнике из полезного? У нас тут есть творог, яблоко, микс орешков, шоколад без сахара. Такая готовая зелень. Наверное, как и все у нас в Кыргызстане, я всегда ела, вот что приготовят, то я и съем. Больно много-то о правильном питании я не знаю. Через проб и ошибок мы будем вместе с вами все это узнавать. О, выглядит неплохо. Здесь я немного добавила меда. Как по мне, просто творог это невкусно. Такой безвкусный, это, не знаю, мой организм отказывается это принимать. Мед — это тот продукт, который в первую очередь вызывает аллергию у вас. Тренировку пропускать ни в коем случае нельзя. Должны успеть и пресс, и руки, и ноги, и попу. Сегодня на перекус взяла с собой курут, поела немножко орешек и, возможно, я буду хлеб. Так, на ужин у нас мясо. Печеное, но очень вкусное. И горячо. Все это будем миксовать и кушать. Утро следующего дня. Сегодня я доем свой творог, последний творог. Добавить все-таки мед. Меда, оказывается, нужно побольше, чтобы он был очень вкусный. Это определенный сорт. Прям ложкой кушаю. Для этих целей он идеален, но чтобы сюда добавить, мне кажется, я буду его разогревать, возможно. А 2 яичка сделаем сегодня для разнообразия. Сегодня я поздно встала, потому что вчера я до 3 ночи сидела, проверяла другой ноутбук, чтобы сделать вам монтаж моей второй части видео о Турции. Идентичная программа, что и у меня, и у нее такая же проблема. Что происходит? Это, возможно, это жесткий диск, драйвер, не знаю. В крайнем случае ноутбук новый покупать. На иголках хожу, переживаю. Все будет, все будет. По утрам и по вечерам я пью цинк. Знаете, самовнушение, но мне кажется, я стала выше. Не знаю. Витамины тоже надо пить по предписанию врачей. Именно какие витамины, с какими витаминами нельзя смешивать. Или посоветоваться с врачом, а потом уже пить. О боже мой. Где мой мед? Пришла очередь нашего лица. Приехали к косметологу, тут есть одна кровать, инструменты какие-то, вот такая воспаленная кожа, не пойдет. На камере еще не видно нормально с косметикой. Ну, с Богом. Ой. Ну что, всем привет! Вчера я ходила к косметологу. Это было больно. Летнее мое шоковое состояние, когда я оттуда вышла. Кожа у меня действительно стала чище. Когда я провожу, никаких вот таких вот комочков твердых, ничего такого нет. Сегодня мы в дождливую погоду вышли побегать. Начинаем мы с южных ворот и до конца по магистрали. Встретимся в парке Интмах с моими сестрами и побежим дальше в Манас университет. А зачем? Я потом там объясню. Оделась прям
по-зимнему. Взяла перчатки, шапки, бомбер, куртка. Только вот кроссовки летние, а так тепло. Я думала, здесь валяются палочки. Что за дождь? Дождевых червяков вчера было. Мы пришли в столовку Манас университета. Обед, суп, ключ, айран и сладкое. Переходим к моим грязным, длиннющим волосам, которые меня доконали. Отросли они, ну так, нормально. Я им жизнь на 180 градусов. Вы чувствуете это? Мое напряжение. 2 hours later. Ну, здравствуй, 80-е. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Так, фрукты. И я хочу сделать сейчас морковный салат. Накладь витаминов. Даже на камере классно смотрится. Насчет сна я начала спать по 7 часов, стараться. Я, конечно, опаздываю на пары. Фактически я сама проснулась утром. Меня даже будильник не разбудил. Что сделало мой день еще прекраснее. Чувствую я себя сегодня уже намного лучше. Я не пила ни добавки к еде, я не кушала, я не пила, потому что мы сегодня идем сдавать ПЦР-тест. Конечно, таких прям колоссальных результатов нету, потому что прошло всего лишь неделю, 2 недели. Но я уже, знаете, чувствую, что вот здесь уже жирок прессованный высушился. Девочки, я хочу, чтобы у меня был пресс, чтобы такой пресс. Пресса нет, он есть, он просто за слоем жира. Кошмар, в этом сезоне в моде оголять живот. Зачем? Кожа очистилась, это так, да. Но появились вот такие вот красные пятна. Постакне или папирос. Ну, появилось вот такое новое явление. Мы пришли в спортзал заниматься спортом. Она еще в бассейн собралась. Да-да, где твои штаны? Нет, вон, а мне позволила себе очень много сладкого. Сейчас будем все это сжигать. В спортзале занимаюсь я редко, да, но так как у нас с вами экспресс-подготовка к лету, мы должны были обратиться к специалистам с профессиональным оборудованием. Что я могу сказать? Я старалась как могла. Не знаю, сколько я вешу, понимаете? Мой вес, он достиг до 60. И сейчас я не знаю, сколько он. Я хотела, сейчас смотрим. Давайте. Это неправильный вес. Они испортены. С 60 спустились до 55. Понимаете? Не поняла, кто кого. Шли в кофейню «Бисквит», заказали вот тосты с авокадо. Как называется? Бейгл. Накрасим губенки. Все, теперь я красивая. Рассказываю, что происходит сейчас на данный момент в моей жизни, что там с нервами моими. Эта неделя модульная. Я начала активно практиковать медитацию. Это мне помогает на все 100%. Настроение каждый день просто говно, когда я просыпаюсь. Погода ужасная. Я понимаю, что меня ждут сложные модули в этот день. Еще и работа, еще и нужно видео доделать. Медитация, она реально помогает. Весь стресс я просто куда-то убираю. Жить становится легче. Я нашла цитату Ошо, которая полностью четко описывает, что происходит. Причина внутри нас самих, снаружи только оправдание. Мир — это только спектакль. Ты будешь свободным, тебя не коснутся страдания. Страдания — результат серьезного отношения к жизни. Нужно относиться ко всему легко, поверхностно. Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь в конечном итоге имеет значение только то, счастливый ты человек или нет. Вы здесь не для того, чтобы исполнять чьи-то ожидания. Мир приходит к тебе таким,
каким он исходит от себя. Пишите в комментариях, согласны ли вы насчет вот таких вот утверждений Ошо. Нашла время медитировать, но по-другому никак. Я не хочу, чтобы умирали мои нервные клетки, потом я как-то старела, и все это действительно вливается в итоге в виде симптомов каких-то заболеваний. Я так не хочу. Давайте вместе улучшать себя и свое здоровье. Не ответила кофейня Мишель. Я предполагала, что ответ будет отрицательный. Дали согласие. Знаете что? Не бойтесь и делайте. Хоть даже вам страшно, хоть вы знаете, что вам откажут, все равно попытайте свою удачу. Вам нечего терять. Мы всегда останавливаемся на полпути, хотя нам осталось пару шагов. Идем назад. Вероятность того, что они мне положительно ответят, была очень маленькая. Я без надежды просто написала, и они мне ответили и согласились. Чаще всего нас ждет не успех, потому что мы сами разворачиваемся, на полпути боимся отказа. А хотя все в порядке, вам бы разрешили. Что-то в последнее время я очень много кофе пью. Немножко попьете, уже не хочется сладкого, потому что здесь есть в составе сахар. Я боюсь, что у меня зависимость от кофе. Вреда вообще практически нету. Кто-то говорит, что в составе в растворимом кофе там то, третье, четвертое. Модульная неделя прошла гладко, как я даже не ожидала, благодаря медитации. Понимаешь, в жизни есть столько проблем, это фантомы, их не существует, это все только в твоей голове. И когда внутри тебя целое царство, ты не руководишь этим царством, а царство руководит тобой. Ты медитируешь и занимаешь свою позицию, царь или царица, ты держишь всю себя под контролем, овладела собой. Когда вы внутри себя все контролируете, вы контролируете и внешнюю ситуацию. Там, где другие видят проблему, ты видишь там возможности. И других людей это все себя очищается. Как раз хочу подвести итоги. Если говорить на чистоту, я заметила результат. И ментальное свое здоровье я немножко так улучшила. Когда ваше ментальное здоровье, оно в порядке, внешние проблемы пропадают, а когда они пропадают, стресса нету, ваша кожа улучшается, физическая форма приходит в норму. Кстати, вам понравился этот формат? Если да, то я с удовольствием продолжила с вами делиться скрытой от человечества частью своей жизни. Я свое тело сделала не то, что мускулистым, я его просто высушила. Все то, что свисало, теперь не свисает. Мы добились своей цели. А что будет, если мы будем продолжать в том же темпе? Спасибо всем, что были вместе со мной. Вы самые лучшие, и таких, как вы, больше нету. Так что продолжайте любить себя, ценить и уважать. С вами была Ранэ. Всем пока-пока.